Об учебной части, конечно, оставляет желать лучшего, но то, что наш класс намного преуспел во внеурочное время, это различные мероприятия имеют успех. Вот и незаметно подходит нынешний учебный год. Осталось всего лишь 2 месяца до завершения 6 класса. Наш учебный год начался с осеннего бала. И в этом мероприятии активно приняли многие ребята. Вот, например, Ильхам выступал на номинации, он защищал фантазии шляп. Осенний бал инсценировка, наш добрый веселый хан, Хайрулин Динар. Осенний бал инсценировка, восточный танец Дилия и Ания. Веселые клоуны, мальчики здесь у нас очень много. Современный танец, Миляуша, Эльза и Мария. Дальше осенью также у нас всегда проводится День пожилых людей и День учителя. На этих 2 праздниках у нас замечательно выступила Эльза Сагеева с сольным выступлением пения. В феврале были отмечены такими датами, как, вы знаете, великая дата, посвященная Сталинградской битве. 15 февраля была дата воинам Афганистана. И, наконец, 23 февраля – это праздник, посвященный защитникам нашего Отечества. Учителем татарского языка Гузель Габденуровной, нашими ребятами и мною было организовано школьное мероприятие «Дети войны». Очень хорошее было выступление, дети познакомились, как дети жили во время войны. Была инсценировка Тани Савичевой. Вот, видите, здесь Эльза у нас рассказывает. На школьном мероприятии «Смотр, строй и песни» приняли, вот вы видите, эти ребята. Командиром был у нас Ильхам Юсупьянов. И мы заняли 2-е почетное место. Давайте, ребята, участники, встанут, а мы поприветствуем. У нас сейчас такая мода приветствовать фонтан. Вот так повторите все. Итак, ребята встанут, а мы все повторим. Вставайте, ребята, кто участвовал в «Смотре, строе и песни». Встаньте, мы вас поприветствуем. Так. И вот награждение. Медали получает грамоту Ильхам. Также интересно, у нас прошел день самоуправления. Вы видите, здесь старшеклассник дает урок математики. Ребята очень заняты. Вот такие они бывают много. Весело, задорно, с шутками прошел у нас День здоровья. Лиза у нас заняла 2-е место, да, по времени. И мир. А это самый последний конкурс, весенний конкурс мисс школы. И наши девочки, конечно же, с помощью мальчиков заняли 1-е место. Давайте сначала поприветствуем девочек, которые приняли участие. Девочки, просим вас встать. И поприветствуем их всех. И мальчики, которые пели песни в стиле рэп. Мальчики, встаньте, пожалуйста, мы тоже вас поприветствуем. Вставайте, вставайте. И нет? Вставайте. Вставайте тоже поприветствуем. И вот зачем я вас сегодня решила собрать, дорогие родители. Как вы думаете, о чем мы сегодня с вами будем общаться? О чем будет собрание? Как вы предполагаете, может быть, картинки подскажут? Я не зря собрала вас, и одна из причин была следующая. Сейчас я зачитаю некоторые отрывки диалогов, реплик наших ребят, поменяв их имена. А вы, может быть, отгадаете тему нашего собрания. Ты что, и дома так разговариваешь? Стопудя? А чё? Ты что, ему так и написала? Да. А чё? Так и написала? Да ты чё? Да. Ну ты дура. Да, я дура. После некоторого совета, вот так вот полы легче помыть. Не топчи где-то дома. Как умею, так и мою. Выучи стихотворение. Я думаю, твоей маме или папе будет приятно услышать, как ты рассказываешь. А чё я сразу? Вон Петров пусть рассказывает. Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? Как мы общаемся, да? И тема нашего собрания – это гармония общения, залог психического здоровья ребенка.
Анкетирование ребят, готовьтесь к этому собранию, мы провели ряд тренингов, анкетирование. И анкетирование ребят показало, что в среднем мы уделяем минут 30. И это, согласитесь, очень мало. Вспоминая знаменитый кинофильм «Доживем до понедельника» и одной из фраз героя «Счастье – это когда тебя понимают», действительно убеждаешься. Счастлива та семья, где тебя понимают, где есть доверие. И, соответственно, ребенок счастливый и радостный. Поэтому, может быть, мы сегодня научимся, прислушаемся друг к другу, как общаться друг с другом, как понимать друг друга, как слушать друг друга. Первый тренинг, прошу вас обратить на вот это вот дерево общения, которое мы провели с ребятами, было задание следующее. На одной стороне сердечка они писали свои имя, а на другой стороне сердечка, здесь вот сзади, у них те имена, было задание следующее, ребят, уважаемые гости, родители и дети. Написать те имена, с кем общение, от которого человека доставляет вам радость. Может, это ваши мамы, папы, может быть, друзья, родные какие-то. И, к моему большому сожалению, всего лишь здесь 27 учеников принимало участие. 1, 2, 3, 4, 5, 6 учеников написали или мама, или папа, или брат, или сестра. Я эти сердечки выделила и с удовольствием скажу. Это Дилия, Илюза, Адель, Макрубов Ильяс, Ания и Галимулин была. Надеемся, что эти сердечки, они покраснеют скоро. Да? Также мы провели анкетирование, кто глава вашей семьи. Вопросы вы можете прочитать, увидеть, чем ты огорчаешь своих родителей, чем ты их радуешь, как тебя наказывают родители, считаешь ли ты своих родителей строгими и справедливыми, часто ли бывает, что родители несправедливы к тебе. Продолжи фразу «Для меня моя семья – это я своих родителей люблю, потому что…» Какими ласковыми словами к вам обращаются ваши родители. Эта анкета показала, что в 8 семьях глава семьи мама, в 15 семьях дети написали, что глава семьи папа, и в 7 семьях написали, что глава семьи и мама, и папа. Интересный был ответ. Так, вообще-то мама и папа, а так-то папа. Из анкеты также следует, что вы часто, ребята, огорчают своих родителей оценками, плохим поведением или непослушанием. Это хорошо, что наши ребята осознают, да, чем они могут это огорчить вас. Но еще лучше, что наши ребята могут также радовать помощью кому-то, какой-либо победой, хорошей оценкой. На 4-й вопрос, на вопрос, как тебя называют родители, я имела в виду ласковые слова, только 5 ребят написали уменьшительно-ласкательные слова, как то Матурен, солнышко. 21 учеников написали сыночек, дочка, улам-казан. 1 ребенок написал «не знаю», 1 ребенок написал «никак», и 3 по имени. Ласкательных слов они не могли придумать. Вот сейчас я предлагаю выйти ребят, чьи родители пришли. Выйдите, пожалуйста, ребята. Встаньте спиной к родителям. Теперь подхожу к ученику, и родитель не по имени, не то сын и не дочка позовет своего ребенка ласкательными словами. Вот здесь есть подсказки, а может что-то интересное у вас есть в вашем семейном сундучке. Так, начнем. Здесь родители. Так. Ну ладно, папы пока соберутся. Красавица мама. Так. И мне пойти? Да. Решила. Хорошо. Так, потруднее. Теперь я не подхожу к ребенку. Вы называете своего ребенка. Он должен вас услышать и обернуться. Давайте. Так, хорошо. Улом мне называют, кроме имен и улом
Акыллым. Улыбчик. Ясанлым. Сыночек. Хорошо. А сейчас я предоставляю слово психологу нашей школы Марине Витальевне. Она тоже для вас приготовила интересный материал и некое анализирование. Я долго ваше внимание затрагивать не буду. Что же такое семья? Скажите мне, пожалуйста. Ответьте на такой интересный вопрос. Что такое семья? Семеро и я. Так, хорошо. Ну, поактивнее. Ребята тоже. Да, отвечайте погромче. Ребята, как вы думаете, что такое семья? Это мама, папа и близкие. Это близкие, это мама, папа, я, это семейный круг, да? Да, можно на этот вопрос ответить по-разному. От моя семья, моя крепость до семья – это исторический архаизм. То есть это уже так древние создали, что люди должны быть вместе, должны жить компанией, а компания в наше время семья, да? Мама, папа, конечно же, и детишки. Это, конечно, отрадно, если у нас полные семьи, где воспитанием занимаются и мама, и папа. И вот сегодня мы хотели посмотреть, какой же стиль воспитания у нас. Ребятки, вы сами можете отвечать, да? И родители вы также будете отвечать. Ручки у вас у всех есть? Детишки, садитесь, ладно? Озвучено 15 вопросов. Будет озвучено, поделитесь по половине. Каждый ответ можно отвечать да, нет, не знаю. Пишем цифру и ответ. Цифра 1, 2, 3, 4, 5, 15. И ответ да, нет, не знаю. Да? Нет, фамилия не надо для себя. Уважаемые родители, вы отвечаете от своего имени, а вы, уважаемые ученики, отвечаете так, как будто вы на месте родителей. Понятно? Как будто бы вы сегодня родители, как же вы будете отвечать, будучи вы с родителями. Понятно? Девочки, мальчики, понятно? Вы сегодня на 5 минут становитесь взрослыми. Ладно? У которых тоже есть своя семья, у которых есть свои детишки. Итак, первый вопрос. На некоторые поступки ребенка вы часто реагируете взрывом, а потом жалеете об этом. Да, нет, не знаю. Второй вопрос. Иногда вы пользуетесь помощью или советами друзей, когда не знаете, как реагировать на поведение вашего ребенка. Третье. Ваша интуиция и опыт – лучшие советники воспитания вашего ребенка. Четвертый. Иногда вам случается доверить ребенку секрет, который бы вы не рассказали никому другому. Пятый. Вас обижает негативное отношение других людей о вашем ребенке. Шестое. Вам случается просить прощения у вашего ребенка за свое поведение. Седьмой. Вы считаете, что ваш ребенок не должен скрывать от вас. То есть никаких секретов не должно быть у вашего ребенка от вас. Восьмой. Вы замечаете между своим характером и характером ребенка различия, которые иногда вас удивляют или радуют.
Успеваете? 9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи вашего ребенка. 10. Вы можете удержаться от покупки интересной игры для ребенка, потому что вы знаете, что этими играми составлен целый дом. Понятен вопрос, да? Даже если много игрушек в доме, вы все равно что-то купите для своего ребенка, да? 11. Вы считаете, что до определенного возраста лучший воспитательный аргумент для ребенка – физическое наказание. Ваш ребенок доставляет вам больше хлопот, чем радости. 14. Иногда вам кажется, что ваш ребенок учит вас новым мыслям и поведению. И последний, 15 вопрос. У вас случаются конфликты с собственным ребенком. Сейчас мы прочитаем наши результаты. Итак, я сейчас назову номера вопросов, а вы подсчитаете положительные ответы, то есть те ответы, где вы ответили «да». На вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Вот эти вопросы по 1 баллу сосчитайте, сколько ответов «да» у вас. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. По 1 баллу, да. Не всегда. Если вот в этих вопросах у вас прозвучал ответ «да», вы к нему приплюсуете 1 балл. Да? И за отрицательные ответы «нет» 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Вы получаете по 10 очков. Что? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. А если не знаю? Сейчас я все скажу. Если вы Ответы «да» на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1. Да, четные ответы давайте сделаем по 10 баллов, потому что сразу сделайте по 10, чтобы потом не умножать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Если в этих ответах вы написали ответ «да», то вот эти баллы умножьте на 10. Сколько у вас получилось? И отрицательные ответы «нет». Вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Также по 10 баллов. Сделали? И если случались ответы «не знаю», вот все вот эти ответы сосчитайте и умножьте на 5. То есть каждый ответ 5 баллов. Жень, сосчитал? А? 5 баллов. У вас «не знаю» есть? Ответ «не знаю». Вот 1, значит, плюс 5 баллов. Сосчитайте, пожалуйста, сколько всего баллов у вас получилось. Сосчитали мальчики, девочки, родители? Сосчитали? Есть такие, у которых ответы получились от 0 до 49 баллов. Нет? От 50 до 99 баллов есть. Вы находитесь на правильной дороге к лучшему пониманию собственного ребенка. Свои современные трудности или проблемы с ребенком вы можете разрешить, начав с себя.
И не старайтесь оправдываться нехваткой времени или напорой вашего ребенка. Есть несколько проблем, на которые вы имеете влияние, поэтому постарайтесь это использовать. И не забывайте, что понимать не всегда значит принимать. Не только ребенка, но и собственную личность тоже. Это очень хорошо, что вы начали изменения делать в себя, да, родители, так как мы взрослеем вместе с нашими детьми. И есть такие ответы, кто набрал 100-150 баллов. Есть, да? У вас большие способности к пониманию собственного ребенка. Ваши взгляды и суждения, ваши союзники в решении различных воспитательных проблем. Если этому на практике сопутствует подобное открытое поведение, полное терпимости, вас можно признать примером, достойным подражания. До идеала, конечно, не хватает немножко, одного только маленького шага, да? Вот. И по этим результатам я хотела немножко зачитать, какие же стили воспитания у нас существуют. Существует диктаторский стиль, да? Существует авторитарный тон. В этих семьях дети находятся в жестоком подчинении у взрослых, их мнения и желания не учитываются. Принимающие. В этих семьях важно мнение и желание каждого ее члена, решения, которые принимаются взрослыми, а также родительские запреты, понятны детям. То есть они чутко и жестко не реагируют на ваши запреты. Нет, значит нет. Это мы уже выяснили, да? Непоследовательные. В этих семьях запреты, наложенные родителями, работают недолго, и обещания, которые дают родителями, не выполняются. И попустительский стиль. В этих семьях ребенок растет без родительского глаза, то есть сам по себе. И вот я надеюсь, что в наших семьях существует такой стиль, при котором мы понимаем детей, и дети понимают нас, да? И где мы, настоящие педагоги, которые можем попросить прощения у своих детей, да? Потому что мы люди и тоже можем ошибиться в своих поступках, в своих словах. Где-то можем надеть, где-то можем неправильно сказать, да? Неправильно поступить. Так что, родители, не стесняйтесь, и вы, детки, идите на встречу своим родителям. Это понятно, что наш возраст, да, 5-8 классы, подростковый, самый трудный. Давайте наберемся терпения и нам, детишки, да, и нам, родители, потому что действительно вот я вижу уже родители, которые уже вырастили не одно поколение детей, да. Мы вами гордимся, так как у вас уже есть опыт, и мы хотим, чтобы наши детки и мы, родители, жили в мире и согласии. Спасибо вам большое, извините меня. Если есть какие-то вопросы, я всегда в школе, обращайтесь. Если не через меня, через Гульшат Ришатовну. Хорошо? Спасибо вам большое. Давайте теперь, ребята, посмотрим родителей, как смогут наши ребята выдержать экзамен. Блиц-опрос. Быстренько отвечаем на любой вопрос. У нас первый. Читай вслух вопрос. Любимая песня мамы? Он не знает. Адель. День рождения мамы и папы. Так. Мама, папа, здоровый и вкусный. 2 или 19 квартиры? 18. Ильяс. Назови место работы своих родителей. Папа работает адвокатом, мама рисует. Знаешь, предприятие, где официально называется кассир где? В школе? Аквасман. Хорошо. Ребята, кто еще хочет выдержать экзамен? Тимур. Назови, какое учебное заведение окончили твои родители. Мама учебное
узнать прямо сегодня. Какого числа у вас свадьба была? Не помните? Да. 30 Августа. 30 августа у вас родился Илья. Эльза. Во сколько встает и во сколько ложится спать твоя мама? Она встает в 7:00. Она тебя, наверное, Нет, она в слышала. 6:45 она типа встает. И ложится она иногда в 10, там бывает в 11. Как-то так, да? По-разному, Лёша. Знаешь, что ты делаешь? Знаешь друзей родителей, близких? Вот. Кому они доверяют? Самые близкие друзья. Знаешь? А как думаешь? Как думаешь, что знаешь? Хорошо. Асу желает у нас? Это твоя мама. Или папа? Папа у тебя сегодня? Папа, папа не знает, где. Где работает твоя мама, она занимается на работе? Она, делами Как называется это предприятие? военная фабрика. Контролером. Нет? Что твои родители ценят в людях? Моя мама ценит в людях доброту, честность и взаимопонимание. Хорошо, спасибо. Артем, ты у меня вопрос задал? Давайте последний. Какие подарки любит мама получать на 8 марта? Любому подарку рада мама. Молодцы. Вот вы, родители, увидели, как они знают. Выдержали экзамены, многие? Давайте поаплодируем. А теперь настал час для наших родителей. Давайте, ребята, посмотрим, как они выдержали экзамен. Посильно ли просьба для семьи? А если не посильно, он пойдет? Понятно. Кто здесь желает попробовать? Разрешаете ли вы посещать своему ребенку дискотеку, для которого часто разрешаете вечером выйти вне дома? Вы как педагог, Пока дискотеку посещать не разрешаю, но с подружками гулять где-то до 7-8 разрешаю. а вообще Но не часто. А вообще у нас дети до скольки должны гулять, ребята? До 9, да? После 9? Так. Даете ли вы своему ребенку деньги на личные расходы? Знаете ли, на что конкретно он их тратит? Обычно на обед даю, но все время говорю, чтобы он брал только еду и все. Ни чипсы, ничего другого. Не знаю, конечно, он так слушается, не слушается, но говорит, что слушается, не знаю. Вы заметили, что ваш ребенок курит. Что вы будете делать? Приходилось ли вам сталкиваться с этой проблемой в жизни? Я уверена, что мой ребенок не курит, он когда не замечала. Но если вдруг, то будет разговор с ним. Серьезный разговор сначала. Хорошо. Вау, вопрос попался у нас. У вас плохое настроение, отражается ли это на ваших детях? Должно отражаться, как вы считаете? Вот Нет, не что-то должно. не должно. В любом случае не должны не забыть. Давайте у Маши попробуем. Внутри можно. Знает ли ваш ребенок, как распределяет ваш семейный бюджет? Хороший вопрос. Отлично. Вообще за рубежом есть такой предмет, даже уважаемые родители, семейный бюджет. Они учатся относиться к деньгам бережно. Так, удели, мама. Вы хотите быть не только родителем, но и другом вашему ребенку. Что для этого нужно? Внимание, терпение. Спасибо. Так, Булат, папа сегодня в первый раз видим. Перекрестим его. Мама его отлично ходит. Вам нравится группа «Рода вашей
может не понравиться тогда такой вопрос? Чем может не понравиться друг или подруга вашего ребенка? Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Кто желает? У Эдима. Вы заметили, что ребенок врет. Что будете делать? Я даже не знаю, что я буду делать. Наверное, сначала поговорить, да? Выяснить место. Ваши дети взрослеют, они не стоят на одном месте. Взрослее они стараются скрыть свои проблемы, свою первую любовь. Не всегда они с нами поделятся, да? Или они, скажем, хотят самоутвердиться, стать независимыми. Вот в этом мы ни в коем случае не должны противоборствовать, а должны, наоборот, ему помочь. И вот сейчас мы должны с вами обозначить проблему сегодняшнего дня и решить, как мы можем из этой ситуации выйти. Я сейчас напишу проблему. У нас проблема какая была? С чего у нас начиналось собрание? С общения. Как наши дети общаются, да? Так, скудное общение. Вот эти все слова «чё», «а чё», «ну чё», «сто путях», я, наверное, в день по 50 раз слышу точно. Каждый раз их делаю замечательно. Как вы думаете, решение этой проблемы что может быть? Динар, как ты думаешь? Давайте и детей, и взрослых попросим. Решение этой проблемы. Ну, нужно сказать ребенку, чтобы он начал общаться поприлежнее. Так. Еще художественная литература чтение может помочь? Как ты думаешь, Ильяс? Может. Так, а как думают родители? Даже иногда, когда вот смотришь переписку с кем-то по интернету, там точно такие же слова. Чё, а почему, а чё-то. Я говорю, пиши красиво. Для того, чтобы писать красиво, надо много читать. Вот они сейчас вообще не читают. Так, контроль, да? Письма их, контроль письма. Еще у кого какие идеи есть? Как мы можем решить эту проблему? Вот родители, вы должны догадаться, как мы можем решить. Дети смотрят на вас, я вам подсказываю. Значит, Дети наше отражение. так, значит, мы своим общением подаем им пример. Мы должны чаще со своими, вот я по себе знаю, вот времени, работа, дети настолько сейчас нам не позволяют общаться со своими родителями, да? И это, я считаю, самое ужасное, когда мы не находим времени, внимания, любви, заботы по отношению к нашим детям или по отношению, соответственно, к бабушкам и дедушкам наших детей. Поэтому третье решение я предлагаю это почаще видеть, ездить, помогать, устраивать семейные праздники, возобновлять татарские традиции любого народа, национальные традиции, да? Встречаться с семьями на праздниках. Вот. Вы согласны с этим решением? Будем чаще встречаться и дарить друг другу ласковые слова. Да? Да. Дина, ты для себя какой урок сделала? Я для себя сделала урок, что нужно чаще общаться литературными словами. А где мы их встретим? В учебнике. Вот и подходим тихонько к учебе. Нужно больше внимания и времени обращать родителям, Хорошо. семье. Так, Эльза у нас что думает? Я не думаю. Не знаю еще. Давайте от имени родителей. Кто хочет выступить вот, в качестве итога? Что вам понравилось, что вам не понравилось? Общение – это залог психического здоровья. Вы с этим согласны? Давайте немножко уместно. Можете по-татарски высказаться. Давайте. Ну, после союза было плавать, когда не было.
вашей учебы. Но что касается английского языка, не учат. Если они будут так учить, как сейчас, экзамены многие сдадут на 3. У меня только учат 3 девочек, потом на второй день я с Дилей, вот последний раз выучили, а остальными приходится биться до последнего. На уроках они отвечают, все понимают, результат есть, дома не готовятся, соответственно, уже дальше практику они не могут преодолеть. Поэтому вот сейчас я при ваших родителях, ребята, к вам обращаюсь, моя подгруппа, давайте выполнять домашние задания вовремя, учить. Да? Сейчас у нас ребята начали, не буду имена говорить, они вам сами скажут, подойдете ко мне или позвоните, уважаемые родители. 2 учеников выполняют домашнее задание на другом уроке, сидя за первой партой, переписывают домашнее задание на других уроках, приносят спички. А когда я ему говорю, зачем спички принес? На всякий случай. Вы знаете, с какой-то издевкой. На всякий случай. Я на необитаемый остров. А зачем ты спички зажег? Для какой цели в школу приносить спички и жечь? Вот, пожалуйста, какой-то контроль. Это тоже общение детей. Гульнара Раисовна преподает у нас русский язык и литературу. Вы ее много знаете. Это такой человек, вот ей надо памятник ставить. Вы не представляете, после уроков у нее список, у кого какие ошибки, как она анализирует. Лично для меня это образец. Но все равно при ее стараниях некоторые ребята... Спасибо за теплые слова. Добрый день. Дело в том, что я 2-й год веду ребят предмет русский язык и литература. Вы знаете, один из самых сложных предметов в школьном курсе, один из самых востребованных, потому что завершается этот курс сдачей ЕГЭ в 9 классе и сдачей ЕГЭ в 11 классе. То есть планка очень-очень высокая, и я понимаю, что на мне, как на учителе, лежит очень большая ответственность. И проблемы, безусловно, есть, и мне бы сегодня хотелось о них поговорить. Дело в том, что на изучение русского языка в последние годы отводится до обидного очень мало часов. 4 часа в неделю вот мы с ребятами изучаем русский язык. Для сравнения хочу сказать, к примеру, когда мы учились в школе лет 20, 25, 30 там назад, на обучение русского языка отводилось 6 часов. Были годы, когда отводилось 7-8 часов. Вот посчитайте. То есть в 1,5 раза меньше теперь дается времени на изучение этого сложного предмета. Причем объем изучаемого материала увеличился в несколько раз. Поэтому вы понимаете, какая сложная задача стоит и перед ребятами, и перед нами учителями. Как мы пытаемся эту проблему решить? Ну, русский язык — это письменный предмет, ни для кого не секрет, поэтому очень большая нагрузка ложится на то, как ребята работают с тетрадями и как я эти тетради проверяю. Если в прошлом учебном году эта работа шла практически в холостую, я испещряла тетради ребят красной пастой, результата никакого не было, поэтому я себе в этом году, я считаю, в первую очередь себе усложнила задачу, начала требовать с ребят, чтобы они выполняли работу над ошибками. То есть ребенок получает тетрадку, он не просто посмотрел оценку, хорошо, если оценку еще посмотрел, закрыл и продолжает те же ошибки в тех же словах совершать. Нет, теперь ребята во всяком случае должны, не у всех пока это еще получается, не все это хотят делать. Тетрадку получил, домой пришел, домашнюю работу начал с работы над ошибками. То есть просмотрел, в каких словах он допустил ошибку, эти слова выписал, себе объяснил и постарался сделать так, чтобы в этих словах уже ошибки не допускать. В принципе, ничего запредельного, согласитесь, я не прошу. Вы согласны со мной? И эта работа, несмотря на кажущуюся ее простоту, достаточно эффектная эта работа. Она дает очень большой результат. Поверьте, у меня большой опыт работы в школе. Я не 1 год уже эту работу практикую, и достаточно высокие знания дети показывают в 9-11 классе по практической грамотности. Вот почему-то непонятно, эта работа буксует до сих пор. Почему? Скорее всего, дело в ленности опять наших ребят. Ребят, я не вру? Нет. Не вру. Каждый урок начинается с того, что работа над ошибками не выполнена, и каждый урок, каждый раз почему-то эта работа не выполняется. Вот, пожалуйста, когда все-таки очень много, уважаемых родителей, зависит от того, как вы настраиваете своих детей, как вы их контролируете. Проверяя тетради, обратите внимание, объяснил ваш ребенок, провел работу над ошибками или нет.
Поверьте, это дополнительная колоссальная нагрузка на меня, как на предметника. Это сидеть не просто работы проверять, перелистывать тетради в обратном порядке и смотреть, выписал ученик эту ошибку или нет. Меня это делать никто не обязывает, сразу хочу оговориться. Это личная моя инициатива, вот так я пытаюсь ребятам, как-то помочь стать грамотными людьми. 4 урока в неделю. Это нереально за 4 урока в неделю научить детей грамотно писать. Вот так я пытаюсь выйти из этой ситуации. Почему-то вот со стороны, ребят, я поддержки пока не вижу. Но я думаю, с вашей помощью эта работа у нас пойдет полегче. Потому что результат вот в том случае, когда ребенок работает целенаправленно, уже есть. И это очень радует. Далее, 9 класс – это очень серьезное испытание. Вкратце только скажу, что в 9 классе на сегодняшний день экзамен сдать гораздо тяжелее, нежели в 11 классе. В 9 классе им предстоит писать 4 часа, как на сегодняшний день экзамен. Первая часть – это изложение. Вот представьте, вам текст читается 2 раза. Вы не видите этот текст. И по прочтении 2-го раза вы должны написать изложение. Вот ради эксперимента домой придите, пусть вам почитают 2 раза текст, вы попробуйте написать. Это сложнейшая работа. Это очень сложно. Для этого нужны специальные навыки, для этого нужна тренировка. Чем, в принципе, мы на уроке и занимаемся в меру возможностей. Вторая часть – это тестовые задания. Это выполнение заданий А и Б. Вот, казалось бы, все просто. Вопрос задан, даны варианты ответа. Выбери ответ, правильно его укажи. Вопрос задан, прочитай задание, запиши слово в форме ответа или в форме цифры. Казалось бы, все просто. Начинаем решать тесты, тоже столько ошибок. Все понятно. Тестовые задания, они определенных навыков требуют, выполнение тестовых заданий. Поэтому тоже работаем над этим. И третья часть – это лингвистическое сочинение. Вот чувствуете, да, какой объем работы ребята должны проделать. Для того, чтобы написать сочинение на лингвистическую тему, просто так, придя на экзамен в первый раз, приступая к этой работе, выполнить эту работу невозможно. Поэтому тоже пишем сочинение. Вот домой придете, ради интереса, пролистайте тетради. Написано, это не сочинение. Это не сочинение на лингвистическую тему. Как писать сочинение, ребят, знаем? Знаем, но почему? Упорно продолжаем писать не так, как надо. Вот пока я пишу в тетради, это не сочинение, а на экзамене все будет еще просто. Будет просто стоять 0 баллов. А 0 баллов, это значит, ребенок не сдал экзамен, это значит, либо он остается на 2-й год, либо уходит из школы со справкой. Согласитесь, такой итог никому не интересен. Поэтому работать. В 6 классе это еще не такое время, чтобы можно было бы пускать детей в самостоятельное плавание. Поэтому большая просьба к вам, уважаемые родители, наверное, контроль, может быть, даже где-то ужесточить. Не читают дети совершенно. Вот говорю об этом смело при ребятах, не читают. Вы послушайте, как они читают. Такое ощущение, что они соревнуются в том, кто больше и интереснее переделает произведение. Потому что половину слова они читают, половину они додумывают. Вот точно так же они и пишут. Читают неправильно и пишут потом же так же. А вернусь к ГИА, там 2 творческие работы. Это изложение и сочинение. Пишут неправильно, нужные баллы не наберут. Для того, чтобы перейти в 9 класс и получить хотя бы 3, им нужно набрать 18 тестовых заданий. Извините, 18 баллов им нужно всего за экзамен набрать. А тестовые задания всего 17 баллов дадут. Это при том случае, если ни в одном тестовом задании ошибки не будет. А такой гарантии никто дать не может. Вот поэтому читать, переписывая, быть предельно внимательными. Потом, я точно знаю, что у ребят, у многих в этом классе есть решебники. Если у вас, уважаемые родители, есть желание помочь своим детям, вы не совсем правильно это делаете в этом случае, купите лучше толковые орфографические словари. Вот в этом случае вы гораздо больше выиграете. От того, что ваш ребенок на сегодняшний день пришел, переписал, мне сдал, я вроде двойки не поставил, это вот на данный момент вы проблему решили. А если смотреть на будущее, да, в перспективу, то вы, наоборот, ситуацию усугубляете. Вот орфографический словарь, толковый словарь – это приобретение на всю жизнь. Это действительно разумное вложение денег. Это действительно помощь своим детям. Решебники, пожалуйста, все у своих детей заберите. И не позволяйте им сочинения списывать с интернета. Когда писали последнюю работу, ребята? 9 апреля. 10 апреля. 7 абсолютно одинаковых работ. Комментировать не нужно. Понимаете, что это работа, списанная с интернета. Возвращаю эти работы. Требую, чтобы написали заново. Мне не интересно то, как
хотелось бы, чтобы эта работа была целенаправленной с вашей стороны. Ко мне какие-то вопросы есть? Нет ко мне вопросов. Спасибо. Всего доброго. Давая себе отчет во всем сказанном, следует отметить, что воспитывая, общаясь с ребенком, мы даем ему образование, мы даем ему самоутвердиться в этой жизни. И напоследок мы подготовили небольшое стихотворение Зиновьева. Прочти, прошу вас сюда на сцену. У нас неловкости мы каменеем. Из детства, которое уж раз, второму отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуют царапины шишки. Лишь на тесемке пришить две варежки к нашим партишкам. И в тех открываниях простых, что либо поймем мы едва ли, и тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим солдат. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. Сквозь все поцелуи судьбы, пойдем мы на воскресенье, и наши побитые лбы поставим под жар все прощения. В жизни все поцелуют и нас, совесть свидит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час. За их поцелуи, печаль и тревоги, заботу и ласку, радость и счастье. За все Спасибо, спасибо, спасибо. Стихотворение очень замечательное. Если вы расслышали, оно о поцелуе. Давайте, родители, закончим, дети, поцелуями. Подойдите к своим родителям, поцелуйте. Спасибо и до свидания. Улыбки, хмурый день светлее, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки станет всем теплей, и слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.